там моих могут покарать. Переключаемся на WhatsApp. Сказал, это агент ресурс. Что мы будем делать с российскими войсками на территории Республики Беларусь? То есть они сейчас находятся, вот человек говорит, Гродно есть. А на что их тут запускали, поважаны? Что делать? Окружать будем и выгонять вон. Что мы будем делать? Живее. Выгонять или ликвидовать? Вы там поважаны армии закончили, университеты там. Давайте, думайте. Я что, поэтому сейчас на крыльях пролечусь и войска буду разгонять? Вы будете робить? Или уже американцы вам помогут, европейцы, дены помогли? Они только агентуре, например, гроши дают. Я за свои. Я все за свое роблю. Что я сейчас армию тут узброю? Мне грошей нема. Вон у этого, вот, Тихановска дают. Миллиарды есть. Я нам шарики даст, будете шариками разгонять. Сами будете сброю брать. Сами будете вот где есть на складах, захватывать. Ночью приедете и захопите частку российскую. Свяжете их и выкинете вон в Россию. Что я могу сказать? Вы ж в военной справе учились? Альбо коли свою родиму боронить, вы ничего уже не можете сообразить. А як поехать за москалей воевать, вы герои. Як свое боронить, вы... Свое боронить это героизм. А воевать за москалью это здрада, это хамство, это слабость. Это как что сказать? Это вельми тупо. Да, одноклассник военный уже со мной не разговаривал с февраля месяца. Так нехай не размовляет. Все, он удалил меня. Все. Удали его вообще. Увидишь, дай ему по голове, чтоб. Дружил никогда, друг мой. Был друг, теперь не друг. Теперь хай гуляет. Ну, говорит, пенсия мне важна. Пенсия. Ну, за пенсию я тебя продал. Здравствуй за пенсию, какие это друг? Это не друг, Ну, это в армии 50 на 50. это не офицеры, это Там есть офицер повинен отдать свое життя за народ. А он за пенсию с вами размовлять не хочет. Это не офицер, это, я не знаю, ну як его назвать. Колхозник звучайный он. Каску ему надеть и отправить его на демонстрацию Коперкину, он там, Копернику. Хай там у каски. Рабочим можно у касках бегать и зарплату, и потом пенсию чекать, чтобы кружку воды дали и померьте. А вот Андрей Зельцер, ему не потребна была кружка воды. И он заставился вечно живый герой. Потому что ему быть невольником, жить все життя невольником, коли можно застаться у сердцах людей завсёды молодым героем. Войти в историю. В чем это история? Ну сейчас кто сделает переворот в истории, правильно? Сейчас люди История, конечно, Вайшо. И он человек с великой литеры.